Новый год – это время волшебства, ожидания чуда, доброты и щедрости. Один из самых долгожданных, радостных праздников, который объединяет самых разных людей. В Актанышском районе его празднуют по-своему, ведь район славится своими массовыми мероприятиями, организованными с большим размахом и оставляющими незабываемые впечатления как самим участникам, так и гостям. Прошедший 2019 год завершился для жителей муниципалитета национальным праздником «Зимний Сабантуй». Главная площадь в селе Актаныш выглядит по-особенному празднично. Все сияет и искрится. В оформлении центральной елки использовали цветные гирлянды и игрушки. Кроме главной ели принарядились и живые зеленые красавицы, которые растут в центре села. Их также украсили яркими разноцветными гирляндами. Ежегодно в районе масштабно встречают Новый год. В прошлом году праздничной темой был Дед Мороз. Этот год посвящен еще одному новогоднему символу – снеговику. Поэтому «Зимний Сабантуй 2020» носит название «Снеговиада». Открывал это мероприятие торжественный парад. Снеговики прошли по улице Ленина и завершили шествие у здания администрации, где их приветствовали Дед Мороз и Снегурочка. Однако цель этого мероприятия не просто празднование Нового года, а популяризация физической культуры и спорта, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, привлечение населения к систематическим занятиям спортом. У нас снеговики в этом году играют волейбол. Волейбол у нас необычный. Он играется в этом году фитнес-шарами, и команда состоит из 3 снеговиков. Кроме этого, в этом году в рамках снеговиады мы провели соревнования на санках. Один снеговик сидит на санках, другой снеговик толкает, а третий тянет. В снеговиаде они также соревновались. Меткость есть. Примитивные мишени, они как бы стали вертолетными снеговиками. В этом году я желаю всем жителям Актанышского района и не только самого главного здоровья, благополучия и счастья в семье. Уже давно тройка запряженных лошадей стала олицетворять зиму. Ежегодно в «Зимний Сабантуй» в Актаныше проводится конкурс-парад троек. Каждый экипаж уникален. Конкурсанты украшают свою тройку необычно и ярко. Используются нестандартные цветные амуниции для экипажей, наносятся оригинальные росписи и резьба на снаряжение. На праздничных санях располагаются Деды Морозы и Снегурочки, которые приветствуют всех участников мероприятия. Атмосферу праздника на мероприятии добавляла и культурная программа. Здесь у нас собрались сельские поселения, у нас из сельских поселений представители, из организаций представители. Общее количество участников только в этом мероприятии снеговиаде около 100 человек. Перед началом мероприятия мы всегда организуем концертные мероприятия, они у нас участвуют. То есть детская школа, искусство, районный дом культуры, все наши артисты все задействованы здесь. А жители Актанышского района, они очень талантливые, они любят петь, любят танцевать. У нас таких проблем нету, все у нас с радостью участвуют в нашем мероприятии. Самое главное, чтобы все были здоровыми, счастливыми, чтобы всегда улыбались и всегда друг друга уважали, всегда проявляли уважение друг к другу и чтобы жили счастливо. Конечно же, какой праздник без музыки и танцев? На сцене перед зданием администрации выступали местные артисты, фольклорные коллективы, исполнялись народные и новогодние песни. Мы уже в своей очереди представляем Актанышское школа искусств. Мы со своими учениками, преподавателями вышли, поддерживаем их музыкальными номерами. Несмотря на морозную погоду, в Актаныш съехались со всего района. В соревнованиях участвовали 26 сельских поселений. Все снеговики отличались друг от друга оригинальными костюмами. Во время соревнований зрители поддерживали участников бурными аплодисментами и овациями. Команды из снеговиков с задором и в хорошем настроении участвовали в состязаниях, проявляя уважение к сопернику. У нас нынешняя тема снеговиады, поэтому оформляли все по этой теме. Идут соревнования, привезли 3 снеговиков по разным образом. Там есть Карабас-Барабас, там есть Мальвина, там есть Буратино. Они сейчас соревнуются. На ярмарке печем блины, продаем. Там идет дегустация. Очень весело, очень нравится.
В излюбленными актанышцами парках имени Ленина и культуры была организована ярмарка. Здесь развернулись торговые разукрашенные шатры, каждый из которых имел название и был оформлен согласно своему стилю. Прохожие могли попробовать национальные блюда, выпечку и, конечно же, продегустировать разнообразные блины. У нас вот в районе каждый год проводят такое мероприятие, и мы каждый год с удовольствием участвуем в таком мероприятии. У нас здесь домик гномиков, а мы гномики, 7 гномов, и у нас Белоснежка. Вот. А там еще у нас парад идет, там парад снеговиков, и 3 воспитателей участвуют там. В этом году у нас мы угощаем всех жителей и гостей Актанышского района блинами вкусными и чаем горячим, чтоб не замерзли в этот холодный день. Все снеговики-спортсмены достойно выступили на соревнованиях. Лучшие были награждены памятными призами и денежными подарками. 3-е место среди организаций занял Центр детского творчества. 2-е стала гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей. И победитель снеговиады – детский сад Каянкай. Кроме того, были определены самые спортивные сельские поселения. С 1 по 3 место заняли Кировское, Актаныш-Башское и Масадинское поселения. Зимний Сабантуй оказался не менее зрелищным, чем летний. Зимой свои игры и забавы. Церемония закрытия снеговиады завершилась флешмобом участников. Все снеговики во главе со Снегурочкой станцевали под новогоднюю песню. В учебном центре «Буляк» традиционно была организована встреча главы района Энгеля Фаттахова с руководителями организаций и главами сельских поселений. Конец года – это прежде всего подведение итогов. 2019 год для Актанышского района оказался плодотворным и насыщенным. Основные показатели социально-экономического развития муниципалитета сохраняют положительную динамику. Район – один из передовиков республики в области сельского хозяйства, поэтому наблюдается рост производства агропромышленной продукции. Также подъем заметен в других сферах экономики. В 2019 году муниципалитет участвовал в различных федеральных, региональных программах и проектах. В районе благоустраиваются населенные пункты, ремонтируются дороги, оказывается помощь молодым семьям, привлекаются специалисты в бюджетную сферу. Ведется планомерная работа по всем направлениям. Самое главное, чтобы было спокойно на нашей земле, не было опасных экстренных ситуаций. Остальное мы с нашей командой реализуем. Я вам всем очень благодарен. Несмотря на то, что мы находимся на окраине, мы с вами достойно работаем. Мы вместе хорошо работали в этом году, наблюдается положительная динамика. Пусть в будущем также будет. Будем живы, здоровы, пусть в каждой семье будет радость, не будет тревог. Встретим Новый год в кругу семьи, и в 2020 году пусть также хорошо, благополучно будем жить и вместе будем работать. С Новым годом вас! Конечно же, в конце года были поощрены и отмечены лучшие руководители и работники муниципальной службы Актанышского района, в том числе заместитель руководителя исполнительного комитета района по инфраструктурному развитию Руслан Гарипов был отмечен благодарственным письмом от Министерства строительства и ЖКХ России. Завершается год, но в то же время ведется подготовка уже к новому. В этот переходный период жизнь в Актанышском районе не замирает. В муниципалитете озвучена декада спорта. В связи с этим в новогодние каникулы на разных площадках организованы спортивные игры, направленные на оздоровление населения и популяризацию здорового образа жизни. Также наступивший год в жизни района будет насыщенным на события. В 2020 году отмечается 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, 90 лет отмечается со дня образования района, а также селу Актаныш исполняется 310 лет. Ко всем этим грядущим датам уже ведется подготовка. 2020 год запомнится актанышцам своими масштабными событиями.